Существует много легенд о том, какую тайну носят якутские украшения, что они символизируют собой и почему по сей день не утратили свое значение у якутского народа. В древности якутские украшения делали из бисера, латуни, бронзы. К золоту якуты относились прохладно. Излюбленным же материалом для ювелирных изделий было серебро. Эти удивительно красивые изделия, сделанные из чистого серебра, передавались из поколения в поколение. На ежегодном традиционном празднике Исэх можно наблюдать всю красоту якутских изделий, украшающих своих обладателей благородным видом. Когда в семье рождалась дочь, родители уже начинали готовиться к свадьбе. У каждого богатого рода был свой кузнец, которому заказывали в копилку этой девочки в год по украшению. К тому времени, когда девушке приходила пора выходить замуж, у нее был уже полный набор. При этом каждая часть убранства имела свое определенное предназначение. Как и у других тюркских народов, у народа Саха ювелирное дело вышло от кузнечного ремесла. Кузнецы пользовались всеобщим уважением и в своем могуществе приравнивались к белым шаманам. Ювелирное дело – яркая и самобытная ветвь якутского кузнечества, отличающаяся своими традициями и особым художественным стилем. Оно весьма самобытно и разнообразно. Каждое украшение, каждый в нем узор имеет свое значение. Приобретая изделие, любая якутская женщина знает, какие символы и узоры на украшениях должны быть согласно статусу и положению членов ее семьи. Сегодня национальные украшения не утратили свое сакральное значение. Современные кузнецы стали изготавливать изделия на новый лад, меняя стиль, форму, материал, так, чтобы они подходили к нынешней молодежи, но тем не менее сохраняли свои основные мотивы.